родной музыки. Салям, Достар! В этом году на отборочный тур конкурса «Илькен» поступило 136 заявок со всей республики. В конкурсном туре свою программу будут исполнять только 47 музыкантов. В 4 номинациях – фортепиано, струнные инструменты, духовые инструменты, народные инструменты. Беден жюри ин күренекле, ин абруйлы музыканттар. Артур Назиуллин, кларнетист, генеральный директор Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан, солист Московской государственной академической филармонии, народный артист Республики Башкортостан, лауреат государственной премии имени Салавата Юлаева. Шура Сагитова, пианист, композитор, член Союза композиторов Российской Федерации и Республики Башкортостан, лауреат международных и всероссийских конкурсов, заведующая кафедрой специального фортепиано, доцент кафедры композиции Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова. Ильшат Муслимов, скрипач, концертмейстер Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан, лауреат международных и всероссийских конкурсов, народный артист Республики Башкортостан. Виктория Симонова, лектор-музыковед, старший преподаватель Уфимского института искусств имени Загира Исмагилова, заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан. Артур Гайсаров, кураист, доцент Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова, солист Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан, председатель Союза кураистов Республики Башкортостан. Жюри предстоит нелегкая работа. Участники хорошо подготовились и покажут класс. Ярябя Халабас. Сейчас нас ждут ребята номинации «Народные инструменты». Порядок выступлений устанавливается жеребьевкой. Что, ребят, кто первый будет? Ну, давай я попробую. О, число 3. Мое самое везучее число. Надеюсь, я выиграю. Ну что, кто второй берет? Давайте я буду. Число 1, ну ладно. Давайте я сейчас попробую. О, 8, это же символ бесконечности. Ну давайте я вытяну. Число 10. Ну, в принципе, нормально, но я надеялся, что будет какой-нибудь 6. А теперь моя очередь. Бұл Башкортостана. А кем артабан? Мин. Кто еще возьмет? Давайте я теперь попробую. Пусть удача мне повезет. Число 12. Я думаю, это мое удачливое число. С Максимом мы познакомились 5 лет тому назад. Ему было всего лишь 7 лет. Они с мамой пришли к нам в школу на концерт, потому что у них сестра училась в нашей школе, обучалась на Домре. Вот. А у меня в классе как раз сидел мальчик, играл на баяне. И вот они услышали, зашли. Им понравилось. Вот. И Ирина Сергеевна сказала, я хочу, чтобы мой Максим тоже так же играл. И за эти годы, вот сколько лет он, в 5 лет уже учится, были на различных конкурсах, он занимает всегда хорошие места. Ну, в последнее время, конечно, дипломанта вот получил. Ну, я думаю, что вот этот конкурс, в котором мы сейчас участвуем, станет ему большим стимулом и даст большую мотивацию на дальнейшее развитие. Ну вот я, видите, научилась делать кораблик. И я хотела бы, чтобы Максим занял хорошее призовое место
Вот, Ильза Кавилина, у меня номер 1. А я тебе смастерила кораблик. Давай поставим вот сюда. В добрый путь тебе, Максим. Не волнуйся, все будет хорошо. Спасибо. Молодец. Как зовут, откуда к нам приехал? Николаев Максим, Сколпатинского района. Хорошо исполнил. Молодец. Кем ты хочешь дальше развиваться по музыке или же просто для себя так и поигрываешь на баяне? Я хочу артистом стать, хочу поступить в музыкальный колледж, выучиться на артиста, О, это очень здорово. преподавать где-нибудь. В твоем исполнении был задор, была энергетика. Единственное, хочу сказать, вот у нас приезжает к нам мастер-класс дает Имханицкий Михаил Иосифович, он баянист сам, и он вот обращает внимание на такую вещь, как артикуляция. В баяне тоже есть такая вещь, как артикуляция. Вот тебе бы тоже с твоим педагогом обратить внимание на артикуляцию в баяне, чтобы у тебя все ноты были очень красиво слышны. Хорошо? Хорошо. Спасибо. Максим, поздравляю с успешным выступлением. У меня к тебе такой вопрос. Вот как называется пьеса, которую ты играешь? Плясовая, правильно? Вот чем, на твой взгляд, плясовая отличалась бы от песни, если бы ты играл песню на баяне? То, что под нее танцуют. Да, то есть вот когда люди танцуют, они же очень четко ногами, да, вот как-то вот выплясывают ритм какой-то определенный. Я это к чему говорю? Ты очень здорово слушал правую руку, да, вот с этой красивой такой опевающей мелодией, но немножко я бы больше обратила внимание на левую руку. То есть вот эти вот аккорды, бас-аккорд, вот это же как будто вот ты ногами танцуешь. Вот это должна быть больше даже основа плясовой. Она у тебя немножко за правой шла, а она должна очень четко свою функцию выполнять. И тогда это было бы еще больше похоже именно на плясовую. Обрати внимание, чтобы левая рука была у тебя с вот этой опорой, ногами, грубо говоря, в этой песне. Хорошо. На будущее. Поздравляю. Максим, молодец, поздравляю тебя тоже. Ты знаешь, ты достаточно быстро играешь и, как мы и заметили, также быстро разговариваешь. А как ты относишься к медленным лирическим произведениям? Тоже хорошо. Любишь? Нравится тебе играть? Обрати особое внимание на такого рода произведения. А вообще хочу сказать, что я даже позавидовал вот такому крещендо, который ты делаешь. Но дело в том, что я скрипач, и скрипка по определению не такой яркий инструмент, как баян. А так вообще мне понравилось. Молодец. Успехов. Спасибо. Я на самом деле чуть-чуть боялся, особенно кудрявой девушки, она строгая была очень. Было волнительно. Я сыграл перед жюри нормально, но зато набрался опыта. Я согласен с комментариями жюри, ведь они дали хорошие советы. Вадим у нас родился в музыкальной семье. Так вышло, что у нас папа тоже музыкант, он баянист, а я аккордеонистка. В 5 лет мы его отдали в музыкальную школу на раннеэстетическое развитие, где он начал посещать вместе с другими детьми все, получается, и ритмику, и, получается, сольфеджио, и выбрали музыкальный инструмент для него баян. Он сам выбрал баян. Сперва он ходил к другому преподавателю,
к опытному преподавателю, баянисту, к Розале Анасовне. Она с ним проучила 1 год, но потом мы с ней так договорились, что в связи с тем, что он маленького возраста был и был слишком такой гиперактивный, с ним было очень тяжело заниматься, мы договорились, что я буду с ним сама работать, и все-таки он перешел в итоге ко мне. Как мама и как педагог, конечно, это очень тяжело работать с ребенком, потому что нужно найти золотую середину, золотую грань, не передавить на него, чтобы у него желание не отпало. Если даже он выберет профессию в другом направлении, я нисколько не расстроюсь, это лишь как бы развитие ребенка в данном случае идет, да. Мы будем слушать его желание в первую очередь, да, потому что он, мальчик у нас талантливый, можно сказать, во всех сферах, да, очень умный, целеустремленный. Я думаю, что у него все получится даже и в других профессиях в будущем. Прошла жеребьевка, и я буду выступать 2-м номером. Отлично, 2-й номер – это замечательно. Я желаю тебе удачного выступления, так как будет этот плыть кораблик так же ровно и уверенно. Добрый путь тебе, Вадим. Молодец. 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 Приветствуем тебя. Как тебя зовут? Откуда ты? Меня зовут Вадим, я из села Верхнеркеево. Ага. Сколько лет уже обучаешься на таком замечательном инструменте баян?
Я обучаюсь около 7 лет. Молодец. Хорошо обучаешься, видно, что ты занимаешься. Все динамически, технически, все очень было грамотно сыграно. Мне понравилось. Спасибо тебе большое. Спасибо. Вадим, я тебя тоже поздравляю. Ты произвел на меня такое хорошее музыкантское впечатление. Ты уже себя чувствуешь как настоящий артист на сцене. И действительно, и по виртуозности все хорошо получается. И прекрасная динамика. Ты делаешь яркие крещендо, акценты. То есть вполне уже, коллеги, у меня такое ощущение, что состоявшееся выступление молодого, но артиста. Да. Поэтому продолжай в том же духе, и все у тебя будет хорошо. Поздравляю. Спасибо. Вадим, я немножечко не могу себе представить, вот написано, что тебе 12 лет, а ты 7 лет уже занимаешься на баяне. То есть ты с 5 лет из детского сада взял баян и начал на нем играть, да? А скажи, пожалуйста, кто тебе подсказал, кто подсунул тебе этот инструмент первый? Мама. Почему ты пошел именно на этот Мама. инструмент? И папа. Я родился в семье музыкантов. Обычно после садика я ходил к маме на работу. Ну и там слушал, как дети играют на фортепиано, баяне, скрипке, аккордеоне. Тогда я сам подумал, что мне больше всего нравится баян. Сам Ты решил. знаешь, а вот нам тоже очень нравится, что ты выбрал этот инструмент. И я хочу отметить такую некоторую полифоничность твоего звучания. Вот у тебя 2 клавиатуры, но такое ощущение было, что играл как на органе на нескольких клавиатурах. Была ножная, было еще несколько мануалов. То есть ты смог так расположить в этом произведении мелодию, какие-то, значит, проходные интонации и важные интонации, мелодические, что мы прямо про твое произведение все поняли. Ты большой молодец. Хороший музыкант, и я думаю, что твои родители могут гордиться тем, что у них в семье растет такой сын. А у тебя, получается, мама твой преподаватель, да? Да, у меня мама преподаватель. Молодец. Здорово. Поздравляем. Я для мамы так же, как и ученик на уроке. Ко мне нету поблажек, мы занимаемся как на уроке. После школы надо обязательно пойти в музыкальную школу и отзаниматься там, отработать. Поднять баян – это и так уже зарядка. Пока его снимаешь, поднимаешь по несколько раз. Но в будущем, мне кажется, у меня уже будет баян, который будет весить 13-15 килограмм. Мына һуңгы вакытта безнең башкорт курайыбыз бик тә үтте дип әйткем килә инде яшьләр арасында. И шулай ук мына музыка мәктәпләрендә балалар бик куанып шөгыльләнәләр инде. Курай ул безгә башкорт халкының ул безгә мирас итеп бирелгән инде. Унан аша без үзебезнең тарихыбызны, моңыбызны беләбез инде. Без менә Радмил менән 4нче ел шөгыльләнәбез инде. Радмил бик талантлы укучы, булган яктан өлгөр инде. Ул мәктәптә лә булган яктан өлгөрә, ул шигырын да һөйләй, бейеп тә ибарә дигән һәм һәм без республика күләмендә узгарылган бәйгеләрдә лауреат исемнәр алып торабыз инде. О, Радмил, исән сон номер булды. Мин 3нче булып сыгыш яһайм. Молодец. Ярай бына бүген һиңә уңыштар, каушамай, жюри алдында матур итеп һиңә сыгыш яһауыңды теләйем. Уңыштар һиңә, Радмил. Һин булдыраһың. Молодец. Рәхмәт.
сәстір етіп тұрған, Афарин, Қорайға келгенде, еще мен әйтерінім көбірек заниматься етіп, көбірек іштер керек. Мына Қорайсының түп біздің ойын құралы Қорай, әмі ләкен біз Қорайсы боларақ өз тауышты қарады. Біздің дыхание деген неме бар, артикуляция, строй деген неме бар. Шул яқтарға иқтибар етсең, яқшырақ болар, не? Именно тоналышты көкірек мәңген түгіл, диафрагмальный дыхание тегітіп алар. Ярайм, оқытусыңдан қарарың, шундай тоналыш үйреніп, шулай етіп, шул дыхание мәңгі артистіңіздің құшаң бик патур шәп артист болып сақың. Алла берһә. Дур рахмат. Радмил, я тебя поздравляю. Очень действительно музыкальный мальчик ты. Вот у меня вопрос к Артуру Бурхановичу, который правильно сказал по поводу интонации. А это вообще возможно исправить? Да. То есть ты сам диафрагмой и губным аппаратом формируешь интонацию нот? Да. Радмил, на это надо обратить очень серьезное внимание, потому что я, как представитель классических музыкантов, мы очень серьезно относимся к интонации. Потому что ты же находишься не в сольном исполнительстве, а вместе со своим партнером, понимаешь? А у него выстроенный инструмент, и ты должен с ним совпадать интонационно. Тем более, раз это можно сделать самому. Поэтому достигай и занимайся больше. А я бы хотела отметить ваш прекрасный ансамбль, потому что это очень важно видеть, как музыканты взаимодействуют в одном произведении. И в моменте, когда вы играли совершенно разнохарактерные вещи, у вас же попурри, было видно, как вы вместе друг с другом дышите. Хочу поблагодарить отдельно Дмитрия Витальевича за то, что вы так поддерживаете солиста и просто, можно сказать, вливаете в него новые силы, новые эмоции. Это очень подкупает. Спасибо вам большое. Спасибо. Поздравляем. Birinci класста мен отырған бір концертта онда көрдім қорайшыларды. Мене бик оқшаны. Мен Қорайға келгенім, Юлай Валишевичқа айттым. Мен Қорайға йөргім келе. Ол айтты, менің тишәрім әлі бәләкәй тине лә 3-нче класста келсине. Мен 3-нче класста келдім, ол мені берді лә, хәзер мен 4 ел йөрөйм, конкурсларда лауреатлар болам. Ошо конкурстар балаларга бик зор үсеш бирә, үзләренең хаталарын күрәләр. Икенче конкурсантларның хаталарын күрергә возможность бирә. Һәм улар уйланып, үзләренең хаталарын кайткас бик дөрестәйләр. Селев өлкәһендә яшәп тә Башкортстандагы конкурсларда калдырмаска тырышабыз. Әлбәттә, ошондай тәҗрибә Алмаздың киләсәге өчен нык кирәк. Ярай, Алмаз, уңыштар, алга. Ярай, рәхмәт.
Сәлам. Алмас, һин безгә каяктан килеп еттең? Укытучыларың кем? Курайда нисә ел уйнайһың? Шуны әйтеп ебәр әле. Һаумыгыз, мин Бикметов Алмас. Килдем һеҙгә Силәбе өлкәһенән, Арғайыш районынан, Мәжекәй ауылынан. Мәжекәй. Курайда 4-5 ел уйнайым. Яхшы укшаймы һин Курайда менә булай? Курайда уйнарга укшай, сөнки ул безнең башҡорт инструменты. Рухлы егет, күренеп тора рухлы егетең. Бик матур итеп уйнаның. Теге карт байык көй бигрәк моңлы, матур килеп сыҡты. Афарин, уның өсөн һиңә зур рәхмәт. Шул көйҙө шулай итеп башҡарыуың өсөн. Һәм нимә тип әйткегә килә, мына лирик көйҙә күренеп тора, Бәжекәйдә көн һайын концертмейстер уйнап булмайҙыр инде, шулаймы? Ҡыҙғанысҡа ҡаршы. Шул яҡтан әҙерәк тағы өҫтәмә, әлбиттә, үҫешергә урын бар, үҫергә үрҙәр бар. Һиңә алдағы тормошында, музыкант тормошында тип ышанғы килә, тик уңыштар теләйем һәм мына бөтөн яҡлап уже уңып киләһең, беҙ һине күҙәтеп киләбеҙ. Афарин, шулай итеп дауам ит, уҡытыусың менән бергә. Яраймы? Рәхмәт. Алмаз, мин һине ҡотлайым. Һинең уйнауыңда миңә шул ҡәҙәре бирелеп уйнауың оҡшай. Мына хатта байыҡта ла бейеүерәк көй бит инде ул. Барыбер унда бер ҡай ваҡыт күҙеңде йома-йома шул ҡурай тауышы менән нисектер үҙең берҙәмлектә уйнайһың. Образда. Тулыһынса шунда үҙең инеп китәһең. Ул артист кеше өсөн бик яҡшы сифат. Һиңә ысынлап та мына Артур Борханович әйткәнсә, мына тағын шул концертмейстер менән уйнағанда ла шул уҡ бирелеп уйнарға өйрәнергә тағын кәрәк ысынлап та. Әммә ләкин миңә һинең бик ҡурайыңдың тауышы оҡшаны. Шул тының, өнөң бик яҡшы эшләйһең һин. Һиңә уңыштар. Тағы ла кил, тағы ла уйна, миңә ныҡ оҡшаны. Һиңә Афарин, һине көтәбеҙ бында Башҡортостанда, беҙгә уҡырға килеүеңде көтәбеҙ. Рәхмәт, аңланым. Алмас, ҡотлайым, рәхмәт. Музыкаль яҡтан өнгә мөнәсәбәтең бик әсир итте. Рәхмәт. Әммә үҙеңде әҙерәк кенә иркенерәк тот сәхнәлә. Хатта тын алыуҙы икенсерәк тойорһоң тип уйлайым. Былай бик оҡшаны, рәхмәт. Молодец. Ағайым Ҡурайҙа уйнаны һәм Ҡурайҙа уйнарға миңә бик оҡшай. Бәлки киләсәктә мин Ҡурайҙа уйнап, уҡытыусы булып, балаларҙы Ҡурайға уйнарға өйрәтермен. Подбор репертуара – это одна из главных задач, которая ставится перед педагогом во время подготовки ребенка к дальнейшей к дальнейшим выступлениям. Потому что неудачно или неправильно подобранная программа, она, провоцирует ребенка на неверный путь. Ему тяжело потом воспроизвести эту музыку, какие-то, может быть, в каком-то определенном возрасте возникают технические какие-то трудности. Ну и плюс нужно обязательно учитывать музыкальные тяготения самого ученика, что ему нравится играть. С Гаязом у нас таких особых сложностей пока не было. В подборе репертуара он ребенок очень любознательный, ему все интересно. Он сам находит некоторые произведения, допустим. А можно, говорит, я это сыграю? Я говорю, давай попробуем. Потихоньку разобрал, потом говорит неожиданно, а я выучил. Нравится музыка, хочу. Наше дело не мешать, а помогать ученику раскрыться то, что ему нравится, и сделать. Гаяз, подойди, пожалуйста. Вставляй свой номерок. Я надеюсь, вступление этого номерка на палубу кораблика позволит тебе хорошо сегодня выступить, удачно, показать весь свой талант, свои способности, да? И по нашей привычке мы говорим: Багаес, как настроение? Боевое. Молодец. Вот так по-боевому играть. Удачи.
Приветствуем тебя. Как тебя зовут? Откуда ты? Где ты так здорово научился играть на баяне? Меня зовут Гаяс Тансыкужин. Я из рода Насибая. Научился я играть в Сибае у преподавателя Нур Казахановича Кагарманова. А сейчас? Сейчас я учусь у Сафина Минивали Карановича в Уфе. Молодец. Поздравляю тебя. Мне очень понравилось твое выступление. Особенно Янгале. Оно было блестяще тобой сыграно. Прям в образе. Прям как надо. Хоть сегодня на сцену. Очень попал в точку с Янгале. Вот, поэтому поздравляю тебя. Про экспромт тоже было все шикарно сыграно. Единственное, может быть, обратить внимание на вот артикуляцию и вот на четкость вот именно произношения звуковых фраз. На баяне тоже можно. Мне больше нет слов, я очень восхищен твоим выступлением. Поздравляю. Гаяс, я тебя поздравляю. Ты знаешь, в этом конкурсе, я так думаю, что у нас очень интересные баянисты. Вот недавно выступал твой коллега из Илишевского района, нам очень понравился. А теперь мы слушаем тебя. Действительно, очень много хорошего, прям действительно яркого, профессионального, музыкантского. Тут у тебя есть. Но так как ты представитель спецмузыкальной школы, где клепают, в хорошем смысле слова, настоящих будущих артистов, при всей виртуозности, которая, безусловно, у тебя есть, ты должен помнить о чистоплотности исполнения, о чистоте нот, чтобы ты не цеплял ничего соседнего, того, что не написал автор. При том, что действительно было очень много в хорошем твоем исполнении, очень ярком исполнении. Помни про чистоту. Потому что я убежден, тебя ждет большое артистическое будущее, и ты должен всегда быть на передовых. Для этого ты должен играть кристально, безукоризненно, чисто. Понял? Успехов тебе! Гаяс, мне тоже хотелось бы сказать тебе несколько слов. И одно слово, если я не ошибаюсь, сегодня в нашем конкурсе прозвучит впервые. Это слово очень серьезное и ответственное. Ты играл профессионально.
Это когда в гармонии находится и твоя техника, и понимание того, о чем ты играешь произведение, и образ, который ты можешь создать вот всем своим обликом музыканта. И знаешь, когда ты играл пьесу «Янгали», я подумала, интересно, среди тех, кто эту пьесу создавал, есть человек, у которого в нашем институте, в нашем вузе диплом значится под номером 1. Это Раджаб Юнусович Шейхутдинов, и ты наверняка знаешь, что ты, собственно, являешься ветвью вот этого рода Шейхутдиновых, которые продолжают искусство игры на баяне. И когда ты играл Янгали, я подумала, что где бы, в каком месте, в какой точке земли ты не сыграл бы это произведение, все сразу представят образ такого парня, который может встать, топнуть ножкой, хитро посмотреть, отлично сделать свое дело. Вот, то есть мне очень понравилось, какой ты создал образ в этом произведении. Я желаю тебе большого будущего, счастливого плавания не только в нашем конкурсе, но и вообще в жизни. Поздравляем. Поздравляем. Молодец. Баян һәйбәт инструмент, миңа оҡшай. Бер концертта ултырғайным әсәй менән, шунда бер бәйнес аҡ баяндан сыҡҡайны. Уйнағайным, миңә шулай оҡшаны. Шула миңә әсәгә әйткәйнем. Яраймы баянда уйнарға? Ул әйтте, эйе. Минең тағы ҡартатайҙарым да, олатайҙарым да баянда уйнайҙар. Мин концерттарҙа, конкурстарҙа йәш ҡатнашам. Мин киләсәктә баянист булам тигәйнем. У меня Артур, это вот мой музыкальный медвежонок, медведь. Вот. Я его заприметила с 1 класса. На самом деле у него силы просто могуч богатырь. То есть, когда первый урок у нас был, он так потянул вверх, что я думаю, мамочки, сколько же в тебе силы. Вот. А дальше мы начали с ним больше и больше общаться, заниматься музыкой, и тут раскрылась его музыкальный дар. То, как он умеет чувствовать мелодию, как он относится к музыке, как он визуализирует ее. Он обязательно, когда играет, это вот какая-то история будет небольшая, дорогого стоит. А еще у него талант есть к трудоспособности. Это сейчас очень редкий дар, я считаю, для учеников. И он больше всех занимается. Он очень целеустремленный. И я безумно им горжусь. И вообще я даже не знаю, кому больше повезло, ему или мне, что мы друг дружке попались. Вот. А еще, что удивительного для моего ученика, несмотря на то, что он мальчик, он самостоятельный от и до. Он умеет сам себе готовить. Вот, даже пообещался как-то кекс мне приготовить. Печь умеет. Он самостоятельно добирается до музыкальной школы. Он следит за своими племянниками. То есть, ну вот, не ученик золота. Так, дальше. Вот сюда. Потрясающе. Если это получится, то все получится. Артур, я это сотворил. Потому что была мысль, что я его отправлю на Платоне, на кораблике. Так, вот, какая прелесть. Прекрасный корабль получился. И очень крепкий. Надеюсь, он послужит тебе верой и правдой в этом конкурсе. Желаю тебе, мой дорогой, чтобы этот номер был твоим счастливым номером, дул в спину, чтобы все твои желания исполнялись, и чтобы весь Башкортостан увидел, какой ты у меня чудесный, золотой, талантливый и просто звездочка, ученик. Вот, это тебе. Большое спасибо.
Молодец. Менің исемім Артур. Яхшы. Сколько лет ты уже обучаешься на данном сложнейшем инструменте аккордеон? Я занимаюсь уже 7-й год. Действительно, это очень сложный инструмент. Молодец, что ты его осваиваешь, занимаешься. И я бы рекомендовал тебе побольше еще заниматься, чтобы у тебя еще лучше получалось. Сегодняшнее выступление твое было хорошим. Я тебе вот искренне желаю вот именно поработать с педагогом по поводу нюансов, по поводу артикуляции. Хорошо? Хорошо. Молодец. Артур, поздравляю тебя с выступлением. Это действительно очень такая яркая пьеса. Мы ее тут очень любим, потому что каждый раз, когда играют ее, это какая-то новая пьеса получается. Да. У каждого своя такая целая большая музыкальная сценка получается. Мне показалось, что тебе как будто бы ближе более лирические части этой пьесы. Ты прям так весь отдаешься этой лирике. И поэтому вот когда начинается вот эта быстрая часть, даже вот с разгона вот этого поезда, хочется немного все точнее ритмически. Ты как будто бы немножко вот где-то тут проглотил одну 16-ю какую-то чуть-чуть не хватило, тут чуть-чуть. И вот это немножечко мешает, вот не дополняется образ вот до конца. Он не цельный немножечко из-за этого. Поэтому вот Артур Бурханович говорит, надо артикуляцией поработать, а я вот тебе вот советую вот насчет ритма рассмотреть вот все вот эти вот, особенно переходы вот между разделами, когда ты переключаешь регистры особенно, ты не торопись, ты доиграй один раздел, четко его закончи, и потом переходи на следующий. Получается, что немножко ты действительно как будто бы опаздываешь, конечно, это немножечко, может быть... Тема получается. Может быть, да, это может быть концепция такая у тебя. Но вот действительно, вот я говорю, лирические части отличные, вот еще чуть-чуть все это четче и конкретнее оформить. Поздравляю тебя, давай, удачи. Впереди много всего здоровского и музыкального. Спасибо. Артур, молодец. Знаешь, такие кластеры, которые были вот в этом произведении, это точно впервые. Потому что такие аккорды, видимо, это такая, тяжелое переживание, прощание, поскольку пьеса называется «Озату». Я так понял, да. Вот про Раджа Пинусовича сегодня уже говорили. Виктория Анатольевна, ты знаешь, у него есть такой замечательный сборник, играет Раджаб Шайхутдинов. И я надеюсь, что ты в ближайшем будущем с ним ознакомишься. И вообще будешь себе по жизни устраивать такой постоянный коллоквиум. Вот видишь, например, автора произведения, да? Видишь первого исполнителя. И старайся максимально изучать всю информацию, связанную с этими людьми, с исполнителями, порой выдающимися. Это будет тебе идти на пользу. Ты будешь как для себя в плане знаний открывать, так же и у тебя будет расширяться кругозор, ты будешь понимать, о чем идет речь. И тебе это очень сильно поможет в будущем, которое у тебя будет, надеюсь, очень-очень красивым и успешным. Спасибо тебе. Спасибо вам большое. Поздравляем. Если вы хотите научиться играть на аккордеоне, то первое, это, конечно, нужно много терпения, много работы, много нужно сидеть за ним, изучать, анализировать других исполнителей. Вообще все считают, большая часть считает, что аккордеон это сложнее, чем баян. Но для меня почему-то баян наоборот сложнее, потому что много кнопочек, а на аккордеоне это как фортепиано. Bizim muzika gimnaziyasында 5 класстан оқушылар келелер, біз қабыл етебіз. Интернат болғас, шол 5 класстан. Арсланов Марсель, ол біздің гимназияға 11 жашта келді. Ол сондай егет, ол бик үлгір егет. Үлгір, сондай тырыш. Ол іштің, оның сондай бір әлеті бар, Твиттерге олайды. Ол ішті бик тейт ешлерге ярата. Оға, мәселен, көй бір хаңманда, сонда ойнарға. Ол шыны ярты сағатта ол ятлап аларға мүмкін оға. Ол өйде мұна біздің гимназияла оқу отличнигі. Өйденің классында сондай актив егетінде. Конкурстарға оныңынан бик көп конкурстарда қатнаштық енді. Недегені конкурстарда. Оның мен ансамбльде алып барым, ансамбльде актив қатнаша.
Ülken konkursuna biz bik tilep әзерләндек, чөнки бұл конкурс шундай башка конкурстарга караганда, biz башка конкурстарга йөрәбез бит инде. Уга караганда бұл айырмаһы икенче төрлерәк. Чөнки бұл телевизион конкурс һәм яңарак башланган конкурс бит инде. Һәм бұл конкурстың сыгыштарын үзенең тугандары караяла, үзенең ата-сәһе караяла һәм менә үзенең башкалары караяла шуга. Ул шуның менән үзенең үзенчәлекле конкурс бит. Уга интекләп әзерләндек, теләк менән әзерләндек. Ох, менә килеп сыкты. Нургал Сәкәевич, мин 7нче булып сыгыш яһыйм. О, бик яхшы, бик матурхан. Әйләп куяйгыз бунда. Менә һиңә уңыштар. Марсель, чтобы әйбәтләп сыгыш яһарга. Рәхмәт.
Знакомые лица, да? Да. Да, где-то мы уже виделись. Где-то мы уже виделись. Афарин, бик яхшы сығыш яғаның былтырда біз хинмен көрішкенік, былтыр бұл конкурста қатнаштың, шылай ма? Иә. Техник яқтан бик шәп. Бәлки былтырда айткандыр, хәзір итте қалмаған. Мәләкин мұна тауыштың көсі етішмеген. Көслері көрірге көрік, яғама? Мош етмей. Һәм мин һиңә тәкъдим итермен конкурсларда ешрак, курайсылар конкурсында ешрак катнашырга һәм монда озын көй халык көйләрен уйнарга концертмейстер яраймы? Концертмейстер ма уйнамаһа, мин үзең яңгыдың уйнап көслерәк халык сан көйләрде курайда башкарһаң, курайда шул көйләр матуррак сыга. Яраймы? Миннән һиңә шул теләк. Рахмат. Рахмат. Марсель, я присоединяюсь к словам Артура Бурхановича по поводу яркости звучания, потому что тебя должно быть просто элементарно слышно, чтобы большая публика тебя могла услышать. Это первое. Потом все-таки ты артист. У тебя настолько заводные были произведения. Первое тоже очень интересное. И второе произведение «Народные мелодии». То есть нам хотелось бы, чтобы ты нас своей игрой спровоцировал на танец какой-то. Ты так очень деликатно, очень корректно стоял. Это так тоже можно. Да? Так тоже можно. Действительно, у тебя хорошие пальчики. Видно, что есть моторика такая хорошая. Но все-таки ты нас должен завести. Ты же артист. Чтобы мы встали и пошли дальше с тобой плясать. Так что вот об этом подумай. Я тебя поздравляю. Спасибо. Я хотела бы добавить, Марсель, ты сыграл... практически сейчас самое большое количество народных мелодий, потому что благодаря Анатолию Кукубаевичу Кукубаеву, который в своем произведении «Народные мелодии» показал такой спектр нескольких мелодий и еще одну сыграл. И вот я думаю, что сверхзадачу нашего конкурса, по сути, ты выполнил. Потому что мы здесь собираемся не для того, чтобы раздать первое, второе, третье место. Наш конкурс нацелен на то, чтобы мы знали свои корни, люди послушали народные мелодии. Кто-то, может быть, именно вдохновившись твоим примером, может быть, захочет играть на курае. И, может быть, ты слышал такую информацию о том, что вот этот год, 2023, целое десятилетие будет, благодаря Организации Объединенных Наций ЮНЕСКО, будет посвящен национальным культурам. Люди боятся вот это потерять. Ты представляешь? А ты являешься носителем своей родной культуры. Ты играешь, и поэтому тебе совершенно правильно посоветовали. Ты играй так, как будто ты несешь большую миссию. После того, как ты сыграешь, люди должны понимать, что ты гордишься своей родной культурой. Может быть, это позволит тебе стать в большей степени артистом. Я тебе желаю всего самого хорошего. И, может быть, мы с тобой встретимся еще здесь. Так что спасибо тебе. Спасибо. Рахмат. Меня курай окшаны сөнки меня абыйым уне курайда, атайым уне курайда, һәм ол башкорт курае. Мин билделе курсларга карап өлгә алам. Зайнетдин, Роберт Юдашев, Азат Айткулов, безнең преподаватель Нургали Сахиевич. Тагы мин спортмен шөгыльләнәм, футболга йөрим, баскетболга, волейболга, настольный теннис уйныйм. Былтырда бұл конкурста катнашкан идек. Окшаны бик шатбыз һәм дә менә тагын да катнашырга килдек. Безнең мәктәптән күп катнашучыларда без гариза
язғайнық, һәм дә менің оқусам өтті. Біз бик шатпыз. Мен әлі бұл конкурсқа алып келдім оқусымды, Сафина Алесяна. Ол бик тырыш қыдықай, чөнки ол инструмент оға бик оқшай. Һәм дә мен әйтеренем, ол еще біздің мәктептен тышта ол үзе слухқа үзенең оқшаған көйләрен дә подбирать итә. Вот у меня 8 номер. Матур итеп сығыш яһарға теләйем. Рәхмәт. Молодец. Я Олеся, мне 14 лет, я из города Уфа, играю на баяне с 9 лет. Ой, как хорошо, молодец. Вот ты очень нас сегодня порадовала, хорошо сыграла. Тебе самой понравилось сегодняшнее выступление? Да, понравилось. Тебе сколько еще учиться? В школе музыкальной учиться 2 года. Молодец. 5 класс кончила. Но по твоему выступлению видно, что этот инструмент тебе нравится, он тебе подходит. Я желаю тебе продолжать оттачивать мастерство на этом инструменте, и будет все хорошо. Спасибо большое. Олеся, поздравляю тебя с выступлением. Очень приятно, что наконец-то мы с тобой встретились вот здесь именно когда ты за инструментом, потому что я частенько встречала тебя на разных концертах. Я знаю, что ты очень увлеченно вообще посещаешь очень многие музыкальные мероприятия Уфы. И, то есть приятно было наконец-то услышать тебя саму уже как музыканта. И скажу честно, очень порадовала меня ты, потому что вот у тебя пьеса называется «Байрамда», на празднике. И вот как будто вот действительно ты сидишь, играешь, и вот мы тут ощущаем вот этот вот радостный какой-то праздник вокруг. Атмосфера такая. Да, то есть ты играешь нам не просто ноты, ты вот нам создала такую музыкальную картинку сегодня. Я тебе желаю дальнейших успехов. Ты собираешься дальше тоже продолжать играть на баяне? Ну, вообще, да, но я еще помимо баяна еще и другие музыкальные инструменты осваиваю. Какие? Ух ты, а какие? Фортепиано, на вообще хожу, калимбу, глюкофон и металлофон. Ох, как здорово. 3 инструмента сама осваиваю. Здорово, такой фантастический немного набор инструментов, да, сказочный такой. В общем, желаю тебе удачи на любом из этих инструментов, или, может быть, какой-то ты еще новый возьмешься осваивать. Везде тебе успехов. Спасибо. Олеся, мне тоже очень понравилось твое выступление, и видно, что ты человек сильный, харизматичный, а это на сцене совсем даже не лишние качества. Поэтому слушай музыку, хорошо, что ты посещаешь концерты, и спасибо, что ты украсила своим выступлением наш конкурс. Спасибо тебе. Поздравляю. Поздравляем. Произведение Байрамда на празднике. Я играла на многих конкурсах, и уже пальцы бегут в пляс просто. Музыку и учебу бывает совмещать, конечно, по-всякому. Особенно если на уроке я что-то думаю, по идее мне должен что-то или пример, или предложение, или какой-то вариант ответа, а вместо этого у меня иногда музыка выскакивает. Люблю музыку, и, скорее всего, буду ей продолжать заниматься. Biz ilkan konkursuna 1-2 оқусы ебәргән идек һәм Әдиләне һайлап алдылар. Әлмөхәмметова Әдилә миңа 5-нче класска республика гимназия интернатына укырга килде. Әдилә ул бик нык тырыш укучы,
бөтә ергә өлгерергә тырыша. Төрле күп түңәрәкләргә йөри. Алмас Айратович, мен 9 номер булып сыгыш яһайм. Шу кәмә һиңа уңыштар алып килһен. Рәхмәт.
Рафаэль. Бик яхшы ушундай кадыр тергелип келген думбурала уйнауың бик мактаулы. Дур рахмат сиңа шулай айтып дawam et. Уйнауың таза булды, әмма ләкин ниндәйдер көз гайрат итмәде, мына энергетика итмәй. Шуны үстәһәң бигрәк шәп була. Думбура ул сәсәндәрнең уен коралы, әйбәт. Сәсәндәр бит алар ипләп кенә уйнап утырмаганнар, алар халыкты күтәргәннәр. Һин дә шул думбурама халыкты күтәрлек итеп уйнарга тиеш була. Ярыймы? Рахмат. Поздравляю тебя с твоим выступлением. Я, да, соглашусь с Артуром Бурхановичем, что, знаешь, вот есть у нас несколько думбуристов в республике, ты наверняка слышала о них, знаешь, например, Айрат Назиров, да, играет на думбуре очень эффектно, очень как-то так огненно. Его так и называют — огненная думбура. Еще есть русский парень Женя Чугаев, который тоже играет на думбуре. Абсолютно разные вообще стили, разные мелодии. Но тоже вот про них двоих вот принято говорить вот огненная думбура, потому что они способны вот одним просто взмахом руки вот именно как будто вот высекают из думбуры вот этот огонь. То есть вот этого хочется добавить в твою игру, потому что ты играешь немножечко, как будто бы вот ты на фортепиано вот нас учат же обычно. Вот, так играешь аккуратно вначале, тебе ставят руку, вот. А тут тоже ты так хочешь, как будто все аккуратно сыграть. А вот особенно вот в марше Игзаков хочется вот этого вот какой-то такой вот удалой такой лихвы молодецкой хочется. марш, вот это вот марша немножко не хватает. Поэтому играй больше, играй не стесняйся абсолютно. Вот, 2 года учишься еще, впереди очень много, наверное, лет, часов учебы и поисков вот какого-то такого вот своего звука, своего отношения. Удачи тебе и много-много-много идей, вдохновения и сил. Спасибо. Аделя, ты молодец. Знаешь, мне показалось, что прежде чем выйти сюда, ты вот там, в коридорчике, с кем-то поспорила, что ты ни одного лишнего движения не сделаешь, помимо движения рук. Не было такого спора? Нет, да? Ну, ты знаешь, это вот, конечно, все детали, движения, какие-то пируэты, танцы на сцене. Но, тем не менее, выливаются они из отношения твоего к музыке. Я бы хотел тебе посоветовать, во-первых, ты любишь петь? Пой хотя бы те произведения, которые играешь. Ну, ты их напеваешь же, вот когда учишь, так ведь, потом перешла к каким-то другим занятиям, все равно ходишь, напеваешь, так ведь? Больше. И, знаешь, вот школа игры на думбуре долгое время у нас была в забвении, к сожалению, и вот сейчас это возрождается. И, как сказала Шаура Азаматовна, уже есть исполнители, которые весьма зарекомендовали себя. Но, тем не менее, я бы тебе хотел порекомендовать послушать казахов. Как они это делают, как они, у них это очень хорошо развито, у них традиции. Да. Как они играют на этом инструменте. Ты просто посмотри, глянь, набери. Я думаю, тебя это увлечет, и ты многое для себя почерпнешь. Удачи, успехов тебе. Спасибо. Спасибо. Менің инәйім гармонда ойнай һәм думбрала. Ол бөтә концерттарда выступайды. Шул меня тоже музыкальный гимназияга берди. Музыкадан тыш мені бәйләргә яратам һәм бисермен шөгыльләнәм. Ну, в класс домбры мальчики, конечно, реже приходят у нас. В основном девочки учатся. Но хочу сказать, что домбра, он такой инструмент, который, я считаю, что вот у нас самый такой знаменитый домбрист Александр Цыганков, он даже вот такой вот требует, наверное, мужской какой-то такой силы, активности, потому что инструмент концертный, яркий, очень с богатым, интересным тембром. Вот. Рома пришел ко мне учиться, где-то когда он в 3 классе, наверное, был в музыкальной школе. Вот. Он у нас является солистом нашего ансамбля «Экспромт». Рома очень яркий, харизматичный, талантливый ученик. Вот. И, конечно, очень музыкальный, очень способный. Музыкально одаренный, я бы даже сказала.
Ну, конкурс вообще очень интересный формат. Мы следим с самого первого конкурса. Вот в прошлом году наша учащаяся здесь участвовала, стала лауреатом первой степени, Братценева Настя. Поэтому нам было очень интересно поучаствовать. Также пьесы башкирских композиторов. У нас они были в программе. Вот мы, потому что в этом году тоже в нескольких конкурсах успешно поучаствовали. И вот решили принять участие вот в этом вот телевизионном конкурсе «Елькян». Почти что получился кораблик. У меня 10 номер. Здорово. Рома, тебе удачного, успешного, яркого выступления сегодня.
Молодец. Пожалуйста, представьте, кто ты такой. Крепкий парень с нежной душой и замечательным инструментом. Зовут Рома, я из Салавата. Сколько лет уже учишься на домре? Лет мне 14, учусь, 7-й год заканчиваю. Заканчиваешь в этом году? Класс. Молодец. Не часто видишь парней на домре, поэтому для меня это такое интересно. Очень хорошо получилось у тебя. Спасибо тебе за выступление. Замечательный пиано, пианиссимо, прям глубокое. Спасибо. Поэтому желаю тебе дальше развиваться. Надеюсь, ты думаешь продолжить обучение? Не думаю. Нет? Но, тем не менее, я советую тебе не бросать музыку. У тебя получается, у тебя есть мон. И желаю тебе успехов, куда бы ты ни пошел. Спасибо. Роман, очень тонкое выступление, и одиночество меня унесло в какие-то свои думы и переживания. И знаешь, вот то, что ты не думаешь продолжать свой путь музыканта, мне немножко странен, потому что, мне кажется, тебе стоило бы задуматься. У тебя однозначно есть что-то в сердце, что цепляет, хоть ты школьник еще и совсем молодой человек, но что-то такое цепляет. Это объяснить иногда невозможно словами, но у тебя было очень успешное выступление, и, очевидно, тебе самому, в принципе, это нравится. Я прав? Ну, право. Вот. Так что удачи тебе и успеха. Спасибо. Ром, поздравляю от всей души. Ты знаешь, у меня такой вопрос. А вот скерцо ты бы чуть подвижнее, с движением мог бы сыграть? Да. Потому что, ты знаешь, зачастую бывает наоборот. Ну, вот какое-то виртуозное произведение, ну, вроде у человека пальчики бегают, что-то он там сыграл, раз переходит, начинает играть что-то медленное, становится скучно. У тебя произошло обратное явление. То есть, когда ты даже вот в скерцо, когда наступает кантилена, да, размеренная такая часть, раздел, то есть тебе как будто становится комфортно играть, тебе становится как будто есть о чем сказать. Ты переживаешь эту музыку. Хочу тебе сказать, что в принципе в быстрой музыке это все то же самое, просто надо немножко ориентироваться, может быть, по-другому, чтобы скерцо не было маршем, а было именно скерцо, как воспринималось как с движением, бег, стремление. Да? Вот. Еще хочу тебе сказать такую вещь, кем бы ты ни стал дальше в жизни, какую бы профессию ни выбрал, я бы хотел тебе пожелать, чтобы музыка, чтобы инструмент, на котором ты играешь, опять же, любой, может, это домбра, может, еще какой-нибудь, оставался с тобой на протяжении всей жизни. Это мега важно. Между прочим, в Японии этому уделяют особое внимание, и детей с 3 лет обязательно учат на музыкальных инструментах играть. Так что я думаю, что тебе это пригодится. Успехов тебе. Спасибо. Поздравляю. Как я пришел в музыкальную школу, я сначала хотел пойти на гитару, но преподаватель мне показал домбру, поиграл мне на ней. Ну, в общем, понравилось ее звучание, и я решил попробовать поиграть на ней. Кроме музыки, я занимаюсь спортом. В детстве я ходил на разные секции, я пробовал много видов спорта. И спорт, на котором я остался больше всего, это армейский рукопашный бой. Про Илькян я узнал, ну вот уже почти заканчивался год учебный. И мой преподаватель мне сказал то, что есть такой вот конкурс. Ну, я сказал, ну давайте попробуем. Интересно все-таки попасть на телевидение. Вот попал. Мы попали к нашему педагогу абсолютно случайно, и случайности не случайно. Как бы мы очень рады, что попали именно к Сулпан Ишкеновне Иксановой в музыкальной школе имени Пегова номер 5. Ну, мы участвовали в различных конкурсах, и музыкальные таланты, и таланты Башкортостана. Вообще у нас как бы музыкальная семья, мы сами и поем, и отец у меня, ну, самоучка, не образования нету музыкального, самоучка на всех инструментах играть может. И вот Тигран попробовал, ему понравилось, тоже захотел. В конкурсе «Илкян» нам посоветовал педагог, мы не знали про этот конкурс, вот узнали, очень интересно. И необычно для нас это.
Ну что, сынок, желаю тебе удачи. Вот твой кораблик. Удачи. Я уверена, что Сулпан Шкенна посмотрит передачу по телевизору и будет за тебя очень рада. Спасибо, мама. Молодец, спасибо. Спасибо тебе большое, очень светло сыграл, мне так солнечно стало, прям хорошим, ну, приятно было тебя слушать. Несмотря на то, что ты, ну, волнуешься, там, чуть-чуть ошибался в первом произведении, тем не менее, общее впечатление очень благоприятное, светлое. Вот, ты, видать, сам светлый человек, поэтому и играешь ты очень светлый. Молодец. Хочу тебе пожелать, если хочешь стать музыкантом, то, естественно, тебе надо будет очень много заниматься. Музыка — это, быть музыкантом — это большой труд. Я тебе желаю всего наилучшего. Спасибо. Поздравляю тебя с успешным выступлением, Тигран. И такие получились две маленькие зарисовки замечательные. Кого ты еще играешь, кроме вот башкирских композиторов, каких-то башкирских песен? Ну, Чобаны играл. Чобаны еще играл. Бахти Гайсин, ну здорово как. А вообще например, если выбирать вот так вот, тебе нравится одинаково играть башкирскую, русскую музыку, какую-нибудь зарубежную? Или какой-то больше душа лежит? Мне больше всего нравится башкирский. Ух, как здорово. В этом и цель, наверное, нашего конкурса, да? Чтобы людям действительно услышали люди, какие потрясающие мелодии у нас есть. И ты сделал сегодня очень большой вклад в популяризацию нашего замечательного башкирского музыкального искусства. Тебе за это огромное спасибо. Действительно, занимайся с удовольствием. Ты играешь с удовольствием, это слышно. И всего тебе хорошего, успешного. У меня очень много родных играли на различных инструментах. Допустим, мой дедушка играл на аккордеоне, потом самоучкой на баяне. Потом
У меня еще бабушка играла на фортепиано. Моего педагога зовут Сулпан Ишкеновна. Мы с ней проводим очень много времени вместе. Получается, 3 раза в неделю ходим на баян с моим братом. Мне нравится очень сильно играть на баяне. Это у меня от души. Я пока что еще не определился, но мои родители и родные думают, что я именно создан для баяна. Құрайға тілектері қыздардың да бек. Ойлағымса, егіттер башта ялқауырақтарла бола. Түрлілері, қайырадары дәріске үйремейдер. Қыздар келгенде олар бір дәрісті қалдырмай үйрерге үйге іштәрін ішлеп келелерінде. Валерия бик тырыш оқусы 5 билдәләренә генә оқый. Мәктәптә алдыңғы төрле бәйгеләрдә катнашып тора. Әле менә быел яшь талант бәйгеһендә 3нче урын алды. Шуннан соң менә кала этабында 3нче урын, шуннан республика этабында 3нче урынга лайык булды. Ошо елкән телеконкурсын бит электән беләйнем инде үзем. Ана быел ниятләп йөреп катнашырга булдык. Валерия бик теләп, алдан белеп әзерләнде. У меня 12 номер. О, бик шәп. Отлично. Уңыштар, Валерия. Әйбәт бүген сыгыш яха ошо бәйгелә. Удачи. Хорошо.
Как тебя зовут? Меня Прекрасно. Откуда ты? Как... Я из Уфы. Кто тебя научил играть на курае? Ну, меня научил мой педагог Ильгиз Дулетгаревич. Вот он мне аккомпанировал. Ой. Вот. Спасибо тебе большое. Ты удивила лично меня точно, потому что, ну, девочка на курае. Обычно курай считается, что мальчики играют. А ты так прекрасно нам сегодня сыграл. Чистенько, главное. С душой. И последнее произведение, оно прям тебе подходит. Там мелодия называется «Хатира». Прям «Хатира» — это имя девочки. Ты прям в образе ее сыграла. Все подходило. Молодец. Я желаю тебе удачи. Сколько лет ты занимаешься? Мне 11. Я занимаюсь с 6 лет, около, 6,5 лет. Примерно 5 лет занимаюсь. На курае? Да. Сразу? Ну, хорошо, молодец. И тебе нравится? Да, конечно, мне очень сильно нравится. Хорошо. Я могу тебе только один совет дать по поводу протяжных мелодий Одонкей, которого ты до этого исполнила. Называется «Туэляф». Что значит «Туэляф»? Туэлис – это речка, которая протекает в Баймакском районе Республики Башкортостан. Да. Вот, молодец. Ты знаешь, что означает мелодия. И теперь надо сыграть про реку. То есть надо сыграть постараться не прерываясь. Также река же не течет обрывисто. Вот. Твоей мелодии «Туэляф» много было, таких обрывистых. Играй так же, как течет река. Хорошо? Вот Хорошо. это совет. Молодец. Спасибо тебе большое. Валерия, а мне вот интересно, а почему курай? Как так получилось, что ты выбрала именно курай? Как-то так получилось, что мне он пошелся по душе. Мне дали выбор из трех инструментов музыкальных. Мне как-то пошелся по душе курай. Вот. Играешь на нем, получаешь удовольствие. Вот. А сколько в день часов ты на нем играешь и занимаешься? Час или 1,5 часа примерно в день. Иногда 2 раза в день, 3 раза в день играю. Молодец. В общем, тебе нравится. Да, мне инструмент очень курай. нравится. Вот так и продолжай, в том же духе. Удачи тебе. Хорошо, спасибо. Валерия Борисовская играет на курае. И это на самом деле здорово. Валерия, я тебя поздравляю от всей души. Ты знаешь, вот наша дорогая Виктория Анатольевна поведала мне сейчас такую историю, которую ей, в свою очередь, рассказал наш выдающийся современник, замечательный человек и кураист Азат Агай Айткулов. Слышала такого? Но я думаю, что ты обязательно, если будешь особенно продолжать играть, услышишь. Так вот, он сказал ей о том, что кураист по-настоящему созревает к 40 годам. Я думаю, что у тебя есть еще очень много времени, чтобы к этому событию хорошенько подготовиться. Успехов тебе, спасибо. Спасибо, поздравляю. Ручки дрожали, конечно, немножко, но играла я прям с душой. Мне так это нравилось, мне это так затянуло, если честно. Мне так это понравилось, прям вау. Даже слов не хватает на это. Мне хотелось как-либо выделиться, но когда я выбирала, на чем мне играть, я даже об этом не знала, что такое курай. Как здорово вы, ребята, передаете красоту родной музыки. Слушала бы и слушала. Шулай Шулкамила, Тигбитга, финалист Арзы Атаргава Кэт. С радостью объявляю финалистов 3-го телеконкурса «Илькян». Итак, финалисты в номинации «Народные инструменты». Вадим Тухватулин, Баян, Илишевский район. Алмаз Бикметов, Курай, Челябинская область. Гаяздан Цикужин, Баян, город Уфа. Финалисттарды құттықтаймыз. Бигерәкті оқытушыларға рахмет. Ну а нам остается ждать финал телеконкурса «Илькян». В гала-концерте юные музыканты сыграют в сопровождении симфонического оркестра Республики Башкортостан. До новых встреч, друзья!